сегодняшнего дня и в течение целого месяца теперь все социальные площадки, телевидение, радио, улицы и из многих других мест будут то и дело выглядывать лица кандидатов в парламент, которые с фотографий или видеороликов будут призывать проголосовать именно за его партию. Партии будут агитировать ярко, попытаются быть запоминающимися и, главное, будут громкими. Всего, как сообщила ЦИК, в предвыборной гонке примут участие 15 партий. По мнению специалистов, все эти споры, разногласия, которые уже начались у некоторых политпартий до агиткампании, и еще продолжатся в ближайший месяц. Никаких обещаний не было выполнено, правильно? Поэтому верить им нельзя. Сейчас люди стали, и избиратели стали очень прагматичными. Деньги надо заработать. У кого знакомые, какие партии проходят, уже заранее знает. Вот 3 партии провластных, или может 1 оппозиционный, уже получается судьба выбора предрешена уже. Все они знают, народ стал прагматиком, поэтому верить программам тоже смысла нет, потому что те же депутаты, те же партии в прошлых выборах обещали, гору нам обещали. К сожалению, по словам экспертов, в Кыргызстане исчезла политическая культура, и в принципе сейчас в Джохор-Кенеш идут кандидаты, которые могут и не придерживаться каких-либо партийных принципов. У каждого будущего депутата есть своя причина, по которой он идет на выборы, и это печально. И поэтому на данный момент партии по сути превратились в группы граждан, цель которых получить мандат депутата Джохор-Кенеша. Политологи считают, что кроме всего этого агитационная кампания – это время не только для рекламы своей партии, но и время для слива разных, порой грязных компроматов на кандидатов или целые партии, которые могут дискредитировать их на глазах у избирателей. Народ должен, как говорится, не только проголосовать за обертку, но и понять, из кого состоит партия. Это очень важно. К примеру, эти 5 партий в парламенте. Что они смогли существенное сделать за все время своего срока? Ни один из них не выполнил своего обещания. Поэтому нужно обращать внимание на содержательную часть и не верить их красивым баннерам и видеороликам. Но, к сожалению, я не могу сказать, проголосую за эту или ту партию. Я не вижу среди них достойных. Завтра партии будут выдвигать свои платформы, но это все будет пустым звуком, пустыми обещаниями. Кроме этого, политологи отмечают, что сейчас верить программам политических партий, рвущихся в Джохор-Кенеш, нет смысла. Поэтому надо обращать внимание на самих кандидатов, заглянуть на их биографию и трудовой путь. Наши граждане во время агиткампании должны критически мыслить и задавать себе вопрос, оправдает ли он надежды. Кроме этого, специалисты считают, что во время агитации важно, чтобы избиратель знал кандидатов на лицо. Для этого отличным вариантом могут послужить дебаты, так как именно во время них можно будет узнать, что из себя представляет тот или иной кандидат. Мне важно, чтобы в составе этой партии было как можно больше людей с новым взглядом, с реформаторскими идеями, умеющими озвучивать эти идеи, отстаивать эти идеи и продвигать эти идеи. Вот это важно. Не важно, с какой фракции, потому что списки почти всех партий меня удовлетворяют. Потому что там и есть и старые, и новые, и опытные, и не очень опытные. Но мне важно, чтобы вот эта критическая масса с разных партий собралась в будущем парламенте, и чтобы они были катализаторами каких-то реформ. Отметим, что в этом году агитацию можно проводить посредством распространения листовок, проведения публичных мероприятий, митинги, собрания, дебаты и через СМИ. Исключение составляют концерты и представления на стадионах и улицах, а также спортивные мероприятия. Форма агитации может быть иной, главное, чтобы она не противоречила закону. Айда Матбекова, Тынчтык Колюбаев, Нидео ТВ.